Угроза срыва хасавюртских мирных договоренностей изменила географию и передислоцировалась с поля боевых действий в московские коридоры власти. Министерство юстиции подтвердило в четверг, что соглашения, подписанные Лебедем и Масхадовым, не имеют самостоятельного государственно-правового значения, а являются лишь политической декларацией. Конфронтация между генералом Лебедем и юристом Ковалевым началась еще в среду. Тогда стороны ограничились лишь двухсторонними заявлениями. Министр юстиции опубликовал юридическую экспертизу соглашений, на что секретарь Совета Безопасности ответил заявлением о «глупом министре». Сам Лебедь не намерен обсуждать статус Чечни, поскольку он закреплен в Конституции. Однако законники аргументируют свои решения тем, что основному закону России не соответствует пункт о предполагаемом заключении до конца 2001 года договора между Россией и Чечней о принципах взаимоотношений, который должен решаться в соответствии с принципами международного права. Юристов поддержала и часть депутатов Госдумы, которая намеревается обжаловать соглашение в Конституционном суде и уже собрала 30 из необходимых 90 депутатских подписей. Борис Ельцин, по данным Интерфакса, поручил Лебедю продолжать переговоры с сепаратистами, но с учетом замечаний Министерства юстиции. В полемику был вовлечен премьер-министр. Черномырдин не скрывал, что ему не все нравится в подписанных соглашениях. Однако с их помощью главная цель все же достигнута. Война в Чечне фактически остановлена. Однако в телефонном интервью нашей программе помощник президента по правовым вопросам Михаил Краснов заявил, что в целом хасавюртские соглашения трудно упрекнуть в неконституционности, так как ситуация в Чечне не регулируется российским законодательством и речь не идет о взаимоотношениях независимых государств. В этой связи уместно упоминание международных принципов. Михаил Краснов обратил внимание на статью 15 Конституции России, согласно которой общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры являются составной частью российской правовой системы. По мнению помощника президента, политика – это искусство возможного, поэтому главную роль в урегулировании конфликта будет играть готовность обеих сторон пойти на компромисс ради сохранения жизни людей. Все существующие противоречия в толкованиях хасавюртских мирных соглашений замыкаются на тексте Российской Конституции. Единодушие, с которым Министерство юстиции, секретарь Совета Безопасности и депутаты Федерального собрания апеллируют к основному закону, дает основание говорить о том, что острейшая военная проблема плавно может перерасти в предмет политической дискуссии, естественно, на территории России. По мнению наблюдателей, в скором времени станет ясно, что происходит в Москве. Попытка отвлечь сепаратистов от вооруженного противостояния, либо очередной раунд борьбы под ковром в коридорах власти.